Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Подготовка к следующему сезону должна начаться уже сегодня. Глава Якутии провел совещание по итогам пожароопасного сезона 2021 года. В каждом арктическом районе Якутии появятся торгово-логистические центры, созданные для хранения и обеспечения жителей овощами и фруктами. Профессионал в своем деле. Победителю международного конкурса присвоят звание «Хомусист-виртуоз мира». Более 25 тысяч человек было привлечено на тушение пожаров в этом сезоне. Об этом в ходе совещания об итогах пожароопасного сезона 2021 года сообщил глава республики Айсен Николаев. Всего за сезон удалось потушить 535 пожаров на общей площади свыше 3 миллионов гектаров. При этом, как подчеркнул глава региона, подготовка к следующему сезону должна начаться уже сегодня. Для этого необходимо переформировать нормативно-правовую базу, увеличить численность сотрудников ведомственных организаций и многое другое. Кроме того, по предварительным данным, средства, выделяемые на противопожарные мероприятия, будут кратно увеличиваться. Если в этом году изначально бюджет составлял 200 миллионов рублей, то в следующем сумма возрастет до почти 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, очень важно будет сейчас подвести рассмотрение по линии надзорной деятельности, в чем причина возникновения лесных пожаров. Предварительно, я так понимаю, что 94% это сухие грозы. Но при этом 6% это все-таки те причины, которые или не выяснены, или где есть прямая роль человека. Здесь, конечно, необходимо нам, коллеги, тоже будут подтягиваться. Установлены сроки закрытия навигации. В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам на территории республики. С 1 октября 2021 года в Анабарском, Верхоянском, Оленёкском, Устьянском и Вено-Бытантайском улусах. С 4 октября 2021 года в Абыйском, Валаиховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском и Миконском улусах. А с 11 октября 2021 года в остальных районах республики, в городе Якутске и в поселке Жатай. Подробную информацию вы видите на ваших экранах. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 127, в Амгинском районе 9 случаев, в Вилюйском, Хангаласском районах по 8 заболевших. 6 заболевших в Татинском районе, в Мирнинском и Намском по 5 случаев. Еще в 19 районах республики зафиксировано от 4 до 1 заболевших. Тем временем в Амгинском улусе из 198 заболевших COVID-19 49 – это дети. На данный момент в стационарном лечении находится 30 человек, 168 лечатся амбулаторно. Из-за роста заболеваемости оперативный штаб улуса по недопущению завоза и дальнейшего распространения и снижения заболеваемости решил организовать образовательный процесс в 7 школах улуса с использованием дистанционных технологий с 28 сентября по 11 октября. Также в районе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Вакцинация от коронавирусной инфекции в улусе продолжается. Как отмечают врачи, темпы снизились. На данный момент вакцину получили около 5000 человек, что составляет 55% от заданного плана. В инфекционном отделении сегодня развернуто 40 коек. В резерве еще держим 5 коек. При увеличении количества пациентов мы дополнительно по решению оперативного штаба развернем в каком-нибудь здании дополнительно еще 20 коек. А между тем работодателям рекомендуется перевести беременных на удаленную работу. Беременные женщины точно так же, как и другие категории населения, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Всемирной организацией здравоохранения беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19. С целью обеспечения безопасности здоровья мамы и будущего ребенка работодатели должны принимать все меры, чтобы обезопасить от возможного заболевания новой коронавирусной инфекцией своих работниц, беременных
беременных женщин. Рекомендуется отпускать беременных женщин на удаленный режим работы. Если такая возможность отсутствует, то работодатель может предоставить ежегодный отпуск или по заявлению работницы оформить отпуск без сохранения заработной платы. К другим темам. Торгово-логистические центры для хранения и обеспечения жителей овощами и фруктами откроют в этом году в Абыйском и Устьянском районах республики. Центры позволят удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощей в Арктике и сократить операционные расходы. До 2024 года в каждом арктическом районе Якутии, кроме Анабарского, где уже работает такой объект, планируется построить по одному такому центру. Всего на строительство направили 80 миллионов рублей. В помещениях разместятся магазин самообслуживания, овощехранилище, холодильники и современные теплые и холодные склады. В 2022 году объекты планируют построить в 4 районах. Это Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Нижеколымском. Дополнительные 150 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на ремонт автодорог в Якутии. По решению региональных властей финансовые средства направлены на приведение в нормативное состояние автодорог в Мегино-Кангаласском и Тампонском улусах. Сегодня, благодаря федеральной поддержке, ведутся ремонтные работы на автодорогах Майя, Тюнгюлю, Барагонцы в Мегино-Кангаласском улусе. И стоимость объекта протяженностью 5,6 километров составила почти 40 миллионов рублей. Еще один объект на автодороге Яна в Тампонском районе. На ремонт данной автодороги протяженностью 7,5 километров выделено порядка 111 миллионов рублей. Работы по участкам автодорог Мюрю и Яна планируется завершить до 25 декабря текущего года. В Хангаласском улусе подвели предварительные итоги кормозаготовительной кампании. Дефицит сена составил 3,5 тонны. Как собираются восполнить нехватку, узнавала Виолетта Засимова. На сегодняшний день аграриями района заготовлено 28 тысяч тонн сена, что составляет 86% от плана. Прогнозировалось выполнение плана в 75%, но благодаря мобильным бригадам, косившим сено на отдаленных участках, цифра немного выше. Кстати, данным мобильным бригадам предусмотрена господдержка в виде возмещения части затрат по заготовке грубых кормов. Мобильные бригады, которые заготавливают сено свыше 60 километров, идет сбор документов на возмещение части затрат на заготовку сена. Примерно заявку подали 15 хозяйств, ждем еще 5 хозяйств. Тем не менее, нехватка сена в улусе составляет 3,5 тысяч тонн. Например, у фермеров Гаврила и Анны Петровых из Актемского наслега сена на зиму запасено на 40 тонн меньше требуемого. Им ничего не остается, как приобретать его у других заготовителей. А цены нынче такие. 1 тонна сена нынче вот поставили цену 8 тысяч, говорят. 8 тысяч. Ага. А доставка? С доставкой 8500. Получается, Петровым необходима сумма в размере 340 тысяч рублей, чтобы пережить зиму без сокращения численности поголовья. Фермеры думают брать кредит и надеются частично восполнить нехватку кормов за счет сенажа. И таких, как Петровы, в улусе более 100 хозяйств. Все они подали заявки на приобретение дополнительного объема сена в районный департамент сельского хозяйства. Оттуда документы направили в Минсельхоз Республики в надежде, что затраты хотя бы частично будут компенсированы. Пока что ответа нет. Я думаю, нужна какая-то поддержка, конечно, финансовая поддержка нужна. Хотя бы половину, чтобы оплатили. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Концерт открытия 11-го международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» состоялось в Якутске. В исполнении симфонического оркестра «Симфоника Арктика» прозвучали произведения «Симфоническая фантазия Арктика», «Славянский марш Чайковского», «Симфония номер 2», «Богатырская фантазия» на якутские темы. Концерт приурочен к 3-му международному северному форуму, также посвящен Дню государственности республики и Дню музыки. Этот концерт является нашей такой ступенью. Мы послезавтра вылетаем для участия в 6-м симфоническом форуме России в городе Екатеринбург. Поэтому хотим показать нашим землякам наше творчество, которое мы будем представлять на этом профессиональном смотре симфонических оркестров.
Победителю третьего международного конкурса фестиваля хомусистов будет присвоено высокое звание «Хомусист-виртуоз мира». Основной этап состоится 27-28 ноября в рамках декады Дня хомуса. До этого 9 октября в республике пройдет отборочный этап для 9 лучших участников. Им дастся право далее показать талант на международном конкурсе. Отмечу, что звание «Виртуоз-хомусист мира» было присвоено 18 лучшим хомусистам. В отборочном туре конкурсанты будут представлять одну композицию, которая заранее подготовленная, основанная на традиционных приемах игры на хомусе, а вторая композиция будет импровизация. Заранее эти темы они не знают, жюри задает сразу тему, и они тут же играют, импровизируют композицию. Работа хобби не помеха, так считает Алина Бухалова. Она машинист подъемных установок и кондитер. На кухне она, как и дома, все делает с любовью. Пряники, да. Пряники все на Ленинградском. Они все там? Да. Все ясно. Спроси на улице, и тебе ответят, что пряники, эклеры и тортики можно попробовать здесь, у Алины Бухаловой. Кондитерское дело – хобби. Женщина работает машинистом подъемных установок на руднике «Интернациональный», а любовь к выпечке у нее с детства. Вкус этих кондитерских изделий теперь знают многие мирницы. Все-таки все мы делаем с любовью, стараемся от души, от сердца это делать. Мы не стоим на месте, мы стараемся двигаться вперед, мы изучаем новые тренды, мы изучаем новые пожелания клиентов и идем в эту сторону, в этом направлении. Для каждого изделия своя технология и время приготовления. Испечь бисквит – дело 30-40 минут, а вот сборка торта может затянуться от 1 дня до 3. Немало сил требуют и нежные эклеры. Загрузили ингредиенты в дежу, соль, вода, сахар и масло. Поставили Cooking Chef и нагреваем до 99 градусов. Все ингредиенты отправляются в Cooking Chef. Машина работает самостоятельно. Так процесс идет быстрее. Но сразу начинать начинку эклера нельзя. Нужно подождать. И делать это вручную, как и многое другое. Здесь Алина не обходится без помощи семьи. Все же совмещать две работы – дело нелегкое. Мне очень хорошо помогает моя семья, и поэтому я думаю, что это тяжело, это тяжелый труд, это нелегкий труд. Но это труд, приносящий радость, и не только радость людям, это труд, приносящий радость и мне. Вот и получается, что вкус выпечки зависит не только от технологии приготовления, но и от любви, которую вкладывает в нее кондитер. Карина Лопатина, Кирилл Шоухов, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий и продолжим говорить о новостях на телеканале «Якутия-24».